кстати, и вы об этом меня спрашивали предварительно, что означает село Гихи, откуда оно взялось. Интересно? Так вот, существует, я это в своей книге, не в книге, точнее, а в рукописи Наангехт отметил следующим образом. Две версии, два варианта происхождения. Первая версия – это библейская, для того, чтобы не выглядеть голословным, сейчас мы процитируем Анатолия Киселева. В описании земного рая перечисляются реки, и если наши выкладки верны, в названиях рек обязательно должна присутствовать морфема «хи» – вода. 4 реки, протекающие через земной рай, в Библии перечислены – Фисон, Гихон, Хиддекел, Тигр и Ефрат. В названии Гихон явно просматривается название реки Гихи, протекающей в предгорьях современной Чеченской Республики. Гихон выделим морфемы Ги и Хон. Обратим внимание, что, читая морфему Хон, справа налево получаем Нох. То есть мы должны помнить о том, что древняя история человечества неотделима от многих современных народов, наций, обществ. И какие-то нити, незримые нити, нас связывают с ними. Безусловно, это не значит, что тот Гихон, река Гихон, та река, и эта река одно и то же. Нет. Географически это разные вещи, но если мы говорим о том, что наши следы ведут от шумеров к Урарту и далее сюда, на Северный Кавказ, то следует помнить о том, что люди в память о той реке, первой реке Гихон, подземный пресный источник, он существует, кстати, и до сих пор. Это на первый взгляд кажется, какая связь может быть между Иерусалимом и современной Чечней. Очень простая. В пригороде Абу-Гоша, Иерусалима, по сей день живут чеченцы. Это не голословное заявление. В свое время наши ученые, выдающиеся ученые, Деширеев, Юнус, и Чакаев, Кати, еще в советское время говорили, что мы свое происхождение берем от шумера. Вот и две незримые нити, которые развивались, тянулись на протяжении веков, соединились в одно. И сегодня мы о своей прародине говорим о своих корнях, и говорим это с гордостью, осознанием того своего места в современном мире. Откуда это могло быть? Второй вариант, греческий, ги, хи, их. Помните, фильм был «Ихтиандр»? Человек воды. Ихтиандр, человек. Морфема хи, встречающаяся во многих языках, могла перекочевать к нам оттуда, с Эллады. Опять возникает вопрос, а что общего между Элладой и чеченцами? А что общего между Прометеем греческим и чеченским Пармат, который даже по имени, они не просто созвучны, однокоренные имена. И легенда о человеке, который здесь обосновался. Если мы помним, при Черноморье активно заселялось в те времена, еще во времена Одиссея, Ясона,
прочих выдающихся греков. И их потомки расселились по всему Северному Кавказу. Ну, экспедицию, мы же помним, аргонавтов. Совершенно. Колхиду. Колхида, да. Неизменно могли проходить только через наши земли, чтобы пройти в Грузию. Совершенно верно. И вот в этом плане нам повезло в том смысле, что как бы эпицентром всех этих событий, всех этих исторических крутых времен как бы являлось гихинское общество, а колыбель гихинцев здесь во всех этих документах отмечается наша древняя, что оттуда пошли первые переселенцы, которые с гор оттуда переселились на равнину и основали село Гихи. Если вкратце подытожить, очень много работы предстоит в этом плане проделать, но мы уже имеем некоторые сведения, некоторые факты, которые не оставляют сомнений в том, что что-то общее было. Это общее я называю, что чеченцы с древнейших времен были включены очень важные цивилизационные процессы, которые происходили на этой обширной территории Евразии, если говорить современным языком. И многое у них именно в чеченском языке, я даже предлагал ввести такой термин – лингвистическая археология, потому что в словах чеченских можно расшифровывать целые события, исторические моменты людей, которые имели отношение к тем процессам, которые происходили. Вот у нас в языке осталась вот такая легенда есть. Человек обращается к змее, это из Гильгамеша, древний Гильгамеш-Болшалах, шумерский. Ной, потоп, Елчайнаха, вот этот период, он говорит змее: давай будем с тобой дружбу водить, хватит нам с тобой враждовать. Змея ему ответила: не получится у нас с тобой дружба, потому что ты не забудешь сына, которого я убила, а я не забуду хвост, который ты мне отрубил. Гильгамеш. Оттуда все. И нам сейчас не в том плане, чтобы мы возгордились, вознеслись, нет, а более даже ответственно отнеслись к тому, что мы являемся частицей общемирового цивилизационного процесса. Хотя бы соответствовали ему, хотя бы помнили Да. хотя бы помнили. И я надеюсь, что сейчас как раз то время, когда мы получили возможности и политические, и государственную независимость имея такое руководство, власть, сейчас как раз и время нам вспомнить о своих корнях. Время поиска, время собирать камни. Время собирать. Мы когда-то их разбрасывали, теперь время эти камни собирать. И из камней этих можно будет возвести вполне современное, вполне достойное здание. Бау. Синмехали бау, духовную башню. Вот примерно вот в таком ракурсе, говоря о происхождении названия села и даты основания, 1517 год. Конечно, тут могут быть какие-то несостыковки, неточности, но мы только обозначаем пунктирно пути, по которым, возможно, развивалось общество гихинское, равно как и другие общества, не изолированно, а в одном потоке времени, в одной реке истории.
Вот примерно такой подход у меня. Этой проблемой я занимаюсь в ближайшие лет 20, вплотную уже этой тематикой. И очень приятно отметить, если вы обратили внимание, со стороны трассы Баку-Ростов вы въехали в село, и там стоит монумент. Дата там обозначена. Это 1517 год. Потом вы въезжаете в село и едете по улице Таштамира Эльдарханова. Доезжаете до перекрестка, перед вами открывается величественная мечеть имени Ильяса Хаджи Кадырова. Это живая история. Это вот сегодняшняя история. Почему я на этом факте хочу остановиться? Потому что этот факт имеет непосредственное отношение к гихинцам, а точнее к гихинцу. Вот Кадыров Хож Ахмед пишет в своей книге: «Мой прадед Ильяс и двоюродный брат его отца Эскарха Хаджи были мюридами и сподвижниками Кунта Хаджи. В числе других мюридов Ильяс отбывал срок вместе с Кунта Хаджи в городе Устюжин. Из них домой вернулся только один – Коурнака из селения Гихи. Когда об этом стало известно, к нему поехал сын Ильяса Ад-Салам, чтобы узнать о судьбе своего отца». Сегодняшний день, 19 век, 20 век, Кунта Хаджи дал Айлец-Энвельцин. И мечеть имени, как и мечеть именно Ильяса Хаджи, появилась в Гихах. Очень просто. Между гихинцами, в частности, Векилем Кунта Хаджи, его представителем в селении Гихи-Коурнова, и потомками фамилии Кадыровых существовало Гергерлухилы. И Гергерлу что Асихун Бог. Почему я так говорю? Потому что я сам свидетель и участник беседы, когда депутацию гихинцев принимал у себя на работе Ахмад Хаджи, и когда к нему обратились с просьбой оказать помощь селу, он попросил: скажите, в чем именно вы нуждаетесь больше всего. И к моей гордости, те, кто были со мной, сказали: восстановить старую мечеть. И Ахмад Хаджи тут же пригласил к себе в кабинет, тогда был председателем правительства Попов, и сказал: немедленно подготовьте документы и выделите на восстановление этого села. По тем временам это была очень большая сумма. 400. Она была разрушена во время боевых действий? Во время боевых действий она была полуразрушена, не действовала. И 420 тысяч рублей были выделены на восстановление этой мечети. То есть вот мы вроде бы и не замечаем всего этого, связи своей с прошлым, далеким прошлым, не совсем далеким прошлым, но история развивается по своим внутренним законам. И эти законы нам говорят о том, что Бако, Нису, Иман всегда торжествует и побеждает добро. Война разрушила мечеть, а Ахмад Хаджи восстановил ее. Может, это звучит пафосно, но есть глубокая связь между тем, что вы сюда ехали по улице, носящей имя Ахмад Хаджи Кадырова. Это центральная улица. То есть мы не только созерцатели сегодняшнего дня, счастливого дня, мирного дня, но и участники
того великого процесса, который на наших глазах с вами продолжается, развивается.